Ленке передай конверт. Лично в руки, слышишь? Вите не показывай ни в коем случае. Ему сейчас волноваться нельзя. У него давление скачет, да и ничему ему это знать. Ледяной туман наркоза уже отступал, но веки казались налитыми свинцом, будто их придавило могильной плитой, и я болтался где-то в вязкой темноте между небытием и реальностью. Сквозь монотонный писк кардиомонитора, звучавший как обратный отсчет моей жизни, прорезался голос, до боли знакомый, бархатный. Тот самый, которому я доверял больше, чем собственному отражению в зеркале. Грохот металлического лотка об стол прозвучал для меня как выстрел, но я не смог даже дернуть пальцем. Тело было чужим, ватным, преданным мне так же, как и те, кто стоял над операционным столом. Я Виктор Петрович, и в свои 62 года я привык считать себя человеком, который крепко стоит на ногах. Знаете, есть такая порода мужиков. Мы не носим узкие брюки, не пьем смузи и не ходим к психологам. Мы строим. Я всю жизнь строил. Сначала гаражи в 90-е, потом торговые центры в тучные нулевые, а последние 10 лет руковожу финансами в крупном строительном холдинге. Моя работа — это бетон, арматура и сметы. Цифры. Они не врут. В отличие от людей, цифры всегда сходятся, если уметь с ними работать. Но в тот день, лежа в палате частной клиники «Премиум Мед» с элитным ремонтом и видом на серую, заплаканную дождем Москву, я чувствовал себя не финансовым директором, а школьником, которого вызвали к доске, а он забыл даже алфавит. Наркоз выходил тяжело. Во рту стоял привкус меди и чего-то кислого. В паху ныла тупая, тянущая боль после важектомии. Операция пустяковая, процедура выходного дня, как шутил Аркадий Борисович. Мой друг, мой врач, человек, с которым мы крестили детей и пили водку в бане так часто, что я знал его шрамы лучше, чем свои. Дверь палаты открылась бесшумно. Вошла Лена, моя Елена. Даже сейчас, спустя 30 лет брака, она выглядела так, что у меня теплело в груди. Ухоженная, в кашемировом пальто цвета кофе с молоком, с той самой укладкой, которая стоит как средняя зарплата в регионе, но выглядит так, будто она просто расчесала волосы рукой. «Витюш, ну ты как?» Она присела на край кровати, пахнула ее любимым «Шанель». Холодная рука коснулась моего лба. «Аркаша сказал, все прошло идеально. Ты герой». Я смотрел на нее и пытался найти в этих родных серых глазах хоть тень лжи. Но там была только забота. Привычная, уютная, как домашние тапочки. «Пить хочу», — прохрипел я. Голос был чужим, скрипучим. «Сейчас, родной, сейчас». Она суетилась, наливала воду из графина, поправляла подушку. А у меня в голове, как заезженная пластинка, крутилась фраза «Вите, не показывай». Может, мне показалось? Галлюцинация? Игры разума под пропофолом? Домой мы ехали молча. Москва стояла в вечной тягучей пробке на Третьем кольце. Ноябрь в наших краях — это не время года. Это диагноз. Небо цвета грязной ваты нависло над крышами панелек и элитных высоток, уравнивая всех. И тех, кто в метро, и нас в теплом салоне ленд-крузера. Дворники монотонно счищали слякоть со стекла. Вжик, бжик, бжик, бжик. Я смотрел на профиль жены. Она уверенно держала руль, постукивая ухоженным ногтем по коже рулевого колеса в такт какой-то попсе по радио. «Аркадий не звонил?» — спросил я, глядя в окно. Лена чуть дернулась. Едва заметно. Если бы я не искал этого движения, я бы его не увидел. Звонил, пока ты спал. Сказал, что результаты гистологии будут через неделю, но это формальность. Все чисто. А конверт? Какой конверт? Она повернулась ко мне на секунду. Брови удивленно взлетели вверх. «Ты о чем, Вить? Тебе, наверное, сон приснился». «Наверное», — согласился я, закрывая глаза. «Приснился».
Мы живем в хорошем доме на юго-западе. Закрытая территория, охрана, подземный паркинг. Крепость, которую я построил для своей семьи. Квартира у нас большая, 150 квадратов, с тем самым евроремонтом из нулевых, который мы недавно обновили под модный минимализм. Но в тот вечер стены давили. Вечер прошел в тумане. Я сослался на слабость и лег в кабинете на кожаный диван. Дверь оставил приоткрытой. Я ждал. Я не знал чего, но я ждал. Интуиция, та самая чуйка, которая спасала меня в 90-е от бандитов, а в 10-е от налоговой, сейчас вопила сиреной воздушной тревоги. Около 10 вечера я услышал, как Лена прошла на кухню. Звякнуло стекло, она достала бокал, хлопнула дверца холодильника. Потом тихий шелест бумаги. Я встал. Ноги были ватными, шов тянуло, но я шел бесшумно, как вор в собственном доме. Кухня у нас соединена с гостиной большой аркой. Света не было. Горела только подсветка рабочей зоны, выхватывая из темноты силуэт жены. Она стояла спиной ко мне, прижав телефон к уху плечом, и держала в руках какие-то бумаги. «Да, я открыла». Ее шепот был резким, шипящим. «Аркаша, ты с ума сошел? Зачем ты это написал в заключении?» Пауза. Она сделала глоток вина, нервно, большим глотком. «Я вижу, что 99,9. Я знаю, кто отец, мне не нужен тест. Господи, если Витя найдет это...» «Что?» «Нет, он ничего не помнит. Он был в отключке. Да, я спрятала в сейф. Код он не знает. Я сменила на прошлой неделе. Сказала, что забыла старый. Меня обдало жаром. Таким сильным, что на лбу выступил пот. Я прислонился к холодной стене коридора, чтобы не сползти на пол. Я знаю, кто отец. Слова падали в тишину квартиры, как камни в колодец. Тяжелые, гулкие. «Аркаша, прекрати». Ее голос стал мягче. В нем появились те самые воркующие нотки, которые я так любил. Мы же договорились. Антоша сейчас заканчивает ординатуру. Ему нельзя нервничать. И Витя нам нужен. Пока нужен. Ты же знаешь, у него сейчас сделка по тендеру закрывается, там большие бонусы. Потерпи. Мы 25 лет терпели, потерпим еще год. Я перестал дышать. Сердце колотилось где-то в горле, перебивая шум дождя за окном. 25 лет. Антоша. Антон. Мой младший. Моя гордость. Мальчик, которого я носил на руках, когда у него резали зубы. Которому я оплатил МГИМО, а потом и медицинский, потому что он захотел, как дядя Аркаша. Как дядя Аркаша. Пазл сложился мгновенно, с сухим щелчком. Я не ворвался на кухню. Не начал кричать, бить посуду или трясти ее за плечи. Это в дешевых сериалах герои устраивают истерики. В жизни, когда тебе вырывают хребет, ты не кричишь. Ты просто пытаешься понять, как дышать дальше, когда ты просто кусок мяса на полу. Я тихо, шаг за шагом, отступил назад в кабинет. Лег на диван, накрылся пледом. Меня трясло. Зубы стучали так, что я прикусил губу до крови. Соленый вкус во рту немного привел меня в чувство. В ту ночь я не спал. Я смотрел в потолок, где мигали отблески фар проезжающих машин, и вспоминал. Я прокручивал свою жизнь назад, как кинопленку, пытаясь найти тот момент, где я превратился из мужа и отца в ресурс, в кошелек на ножках, в лоха. Чтобы понять масштаб катастрофы, надо понимать, откуда мы пришли. Мы с Леной познакомились в 89-м. Очередь за югославскими сапогами в универмаге «Московский». Я, студент строительного, стоял за мамой, она за подругой. Разговорились. Она была тоненькая, звонкая, с огромной копной русых волос и смехом, от которого хотелось жить. Мы поженились через полгода. Свадьба была скромная,
столовая института, водка пшеничная, винегрет и гости, кричащие горько под баян. Мы были счастливы той глупой, безусловной радостью, которая бывает только, когда у тебя в кармане дырка, а впереди вся жизнь. Потом грянули 90-е. Страна рушилась, как карточный домик, а мы пытались выжить под обломками. Я крутился, как проклятый, челночил в Турцию, возил кожу, потом перепродавал стройматериалы. Меня били, кидали на деньги, дважды жгли машину. Я приходил домой с сединой в висках и запахом дешевого табака. А Лена ждала. Она штопала мои единственные приличные брюки, варила борщ из куриных спинок и верила в меня. Тогда родился Максим, наш первенец. Мы жили в однушке в Текстильщиках, где тараканы ходили пешком, а из окон дуло так, что зимой на подоконнике намерзал лед. Именно тогда в нашей жизни появился Аркадий. Это был 95-й. У Лены случился острый аппендицит с перитонитом. Скорая ехала в вечность. Я привез ее в городскую больницу на руках, бледную, почти бездыханную. Дежурным хирургом был он. Молодой, наглый, уверенный в себе красавец с горящими глазами. Он прооперировал ее блестяще. Спас. «Тебе, мужик, повезло», — сказал он мне тогда, стягивая окровавленные перчатки в коридоре. «Еще час и вдовец. С тебя коньяк». Так мы подружились. Аркадий был полной моей противоположностью. Я угрюмый технарь, он — душа компании. Интеллигент в 3-м поколении, сын профессора. Он знал анекдоты, цитировал Бродского и разбирался в винах. Он стал вхож в наш дом, стал частью семьи. Когда я поднялся, когда пошли первые серьезные деньги, Аркадий был рядом. Он подсказывал хороших врачей для Максима, помогал Лене выбирать санатории. «Витя, ты пашешь как вол, тебе некогда», — говорил он, хлопая меня по плечу. «Дай я Лену отвезу, мне по пути». И я кивал. Я был благодарен. Я думал, вот она, мужская дружба. Настоящая. А потом, в 99-м, я уехал на север. Большой контракт, строительство газопровода. Деньги были сумасшедшие. Шанс вырваться из среднего класса в элиту. Я уехал на 8 месяцев. Приезжал раз в 2 месяца на 3 дня. Уставший, злой, пропитанный тундрой и соляркой. Лена оставалась в Москве. Она писала письма, тогда еще писали, звонила, плакала, что ей одиноко. Аркадий же ходил, принес продукты, говорила она, починил кран, сводил Максима в зоопарк. «Молодец, Аркаша», — отвечал я в трубку, перекрикивая шум ветра. «Передай ему привет, золотой мужик». Когда я вернулся окончательно, Лена встретила меня новостью. «У нас будет ребенок». Я был на 7-м небе. Я подхватил ее на руки, кружил по квартире. Сроки сходились, как раз мой последний приезд. Антон родился крепким, здоровым, только совсем на меня не похожим. Максим — моя копия. Те же широкие скулы, тот же тяжелый взгляд из-под лобья. А Антошка — тонкие черты лица, карие глаза, вьющиеся волосы. «В мою породу пошел», — смеялась Лена. «В бабушку по материнской линии». И я верил. А почему я должен был не верить? Я любил ее. Я доверял ей. Сейчас, лежа в темноте кабинета, я вспоминал лицо Антона. Его манеру щуриться, когда он смеется. Точно так же щурился Аркадий, когда рассказывал очередной анекдот за нашим столом. 25 лет. Антону 25. Значит, все началось тогда, когда я морозил задницу в Уренгое, зарабатывая нам на квартиру. Они спали в моей постели, они ели мою еду, они растили сына на мои деньги, и они смеялись. Все эти годы они, должно быть, смеялись надо мной. Витя нам нужен, пока нужен. Я встал с дивана. Боль после операции отступила, заглушенная другой болью, холодной, рассудочной яростью.
Я подошел к окну. Москва за стеклом спала, мигая редкими огнями. «Ну что ж», — прошептал я своему отражению в стекле, — «вы хотите войны? Вы ее получите. Но воевать мы будем по моим правилам». Я включил компьютер. Пароль от онлайн-банкинга у меня был. Доступ к счетам ИП, через которые я годами оплачивал прихоти Лены, и благотворительные взносы в клинику Аркадия тоже. Я бухгалтер. Я знаю, что любой грех оставляет финансовый след. Любовь может быть бесплотной, но измена всегда стоит денег. Я открыл Excel. Первая графа — приход. Моя жизнь, которую я положил к их ногам. Вторая графа — расход. Их ложь. Сегодня я начну сводить баланс. И клянусь Богом, я заставлю их заплатить по этому счету до последней копейки. Я потянулся к телефону и набрал номер Максима, старшего сына. Было 3 часа ночи. «Да, пап». Голос сына был сонным, встревоженным. «Что случилось? Тебе плохо?» «Нет, Максим. Мне наконец-то стало хорошо. Прояснилось. Ты завтра свободен? Нам надо поговорить. Не по телефону. И найди мне того парня, про которого ты рассказывал, бывшего опера. Пап, ты чего? Куда ты влез?» «Я не влез, сынок. Я наконец-то вылезаю». Я положил трубку. За стеной в спальне спала моя жена. Женщина, которую я любил больше жизни. Женщина, которая уничтожила эту жизнь одним телефонным звонком. Завтра будет новый день. День, когда Виктор Петрович перестанет строить и начнет сносить. А сносить я умею так же хорошо, как и строить. Фундамент-то оказался гнилым. Значит, под снос. Под самый ноль. Утро наступило не с восходом солнца. В ноябре в Москве его просто не включают. А с тяжелым запахом свежесваренного кофе, который просочился под дверь кабинета. Я так и не уснул. Лежал, слушая, как дом живет своей жизнью. Гудят трубы, щелкает остывающий радиатор. Где-то далеко на Ленинском воют сирены. В 7 утра я вышел на кухню. Это был мой первый экзамен. Первая роль в спектакле, который мне предстояло играть. Лена стояла у плиты в шелковом халате, напевая что-то себе под нос. На столе идеальный натюрморт. Сырники, сметана в фарфоровой соуснице, запотевший графин с соком. Картинка из глянцевого журнала «Счастливый дом». Раньше я любил это утро, теперь меня мутило. «Доброе утро, добытчик!» Она обернулась, улыбаясь той самой улыбкой, за которую я когда-то готов был убить. «Как спалось? Шов не беспокоит?» Она подошла, чтобы поцеловать меня. Я заставил себя не отшатнуться. Я позволил ее губам коснуться моей щеки. Это было похоже на прикосновение ледяной рыбы. «Нормально», — выдавил я, садясь за стол. «Ноет немного. Таблетку выпил». «Ты сегодня дома?» Она поставила передо мной тарелку. «Нет, в офис надо. Квартальный отчет на носу. Аудиторы приезжают. Сама знаешь, без меня они там насчитают. Вить, ну ты же на больничном». В ее голосе зазвучали капризные нотки. Аркадий сказал: «Покой». При упоминании этого имени у меня внутри словно провернули ржавый нож. «Аркадий лечит тело, а я лечу счета компании», — отрезал я, стараясь, чтобы голос звучал привычно ворчливо, а не угрожающе. «К обеду вернусь». Я съел 1 сырник. Он был на вкус как опилки. Я запил его кофе, обжигая горло, чтобы заглушить тошноту. «Кстати», — бросил я уже в дверях, надевая пальто, «мне нужно будет в банк заскочить, карту перевыпустить. Чип глючит». «Хорошо». Она даже не посмотрела на меня, листая ленту в Инстаграме. «Купи вина на вечер, красного». Я не поехал в свой пафосный офис в Москва-Сити. Там слишком много глаз, слишком много секретарш и лишних ушей. Я поехал в нашу старую контору на окраине, в промзоне, где у нас остался архив и пара серверов.
Там у меня был маленький кабинет, ключ от которого был только у меня. Воскресенье. Промзона была пуста. Серый бетон заборов, колючая проволока, стаи бродячих собак. Мокрый снег с дождем хлестал по лобовому стеклу. Идеальная декорация для похорон моей прошлой жизни. Я заперся, включил старенький компьютер и достал из сейфа жесткий диск с резервными копиями личных финансов. Я всегда был параноиком в делах. Деньги любят тишину и учет — мое правило. У меня были копии всего. Выписок по картам Лены. Она сама дала мне доверенность 10 лет назад, чтобы я разбирался с налогами. Движений по счетам Антона, моих собственных транзакций. Я открыл файл familybudgetarchive.xlsx. Десятки вкладок. Годы жизни, переведенные в сухие цифры. Я искал аномалии, и я их нашел. Сначала это были мелочи. Регулярные снятия наличных в банкоматах в районе, где живет Аркадий. По 50, по 100 тысяч рублей. Даты совпадали с днями, когда я был в командировках. «На шпильке, значит», — пробормотал я, чувствуя, как холодеют пальцы. «На спа-салоны». Но это была ерунда. Я полез глубже. В счета моего ИП, через которые я иногда прогонял оплату консалтинговых услуг для оптимизации налогов. Фирма ООО «Медтехснаб». Я помнил это название. Аркадий просил меня пару раз помочь, перевести деньги за якобы поставку оборудования, чтобы закрыть дыру в бюджете клиники. «Витя, выручай, кассовый разрыв. Я через месяц верну кэшем». Я переводил. Миллионы. Я открыл проводки. Возврата кэшем не было. Ни разу. За последние 5 лет я одолжил другу около 12 миллионов рублей. «Дружба стоит дорого», — усмехнулся я, закуривая прямо в кабинете, хотя бросил 5 лет назад. А потом я нашел бомбу. Счет Антона. Молодежный образовательный фонд «Перспектива». Я помню, как Лена щебетала. «Антоше дали грант. Он такой умница, выиграл конкурс. Фонд оплачивает стажировку в Германии». Я тогда так гордился. Я хвастался мужикам в бане. «Сын сам пробивается, не то что нынешняя молодежь». Я пробил ИНН этого фонда через Спарк и закрытые базы налоговой. Учредитель фонда — кипрский офшор. Директор — некий фунт, номинал. Но в цепочке связанных лиц в третьем колене всплыла фамилия сестры Аркадия. Я посмотрел выписку по счету фонда. Деньги туда заходили. От меня. С моего же счета, с которого я платил за обслуживание дома и коммуналку в элитном поселке. Суммы были завышены втрое. Управляющая компания поселка была в доле. Они выводили излишки в этот фонд, а фонд дарил их Антону в виде стипендий. Я сам оплачивал этот цирк. Я сам финансировал легенду о гениальности нашего сына. Они не просто спали вместе. Они построили финансовую пирамиду на моих костях, чтобы кормить своего ублюдка за мой счет, и при этом заставляли меня гордиться этим. Меня вырвало. Прямо в корзину для бумаг. Желчью и утренним кофе. Это было не предательство. Это было изощренное садистское глумление. Они играли мной как куклой, дергая за ниточки отцовской гордости и мужского тщеславия. В 2 часа дня я подъехал к гаражному кооперативу «Север». Здесь пахло недорогим парфюмом и не гнилой ложью, а честным машинным маслом, сырой резиной и перегаром сторожа дяди Миши. Гараж номер 418. Ворота были приоткрыты, оттуда вырывался сноп искр и визжала болгарка. Максим. Мой старший. Он не пошел по моим стопам.
Не стал финансистом. Скучно, пап. Я хочу руками работать. Он закончил Бауманку, стал инженером, возился с какой-то сложной робототехникой, а по выходным восстанавливал старые японки в гараже. У него была ипотека на 3 в спальном районе, жена учительница и 2 пацанов, которых я видел только по праздникам, потому что Лена их не любила. «Шумные они ведь и невоспитанные», — говорила она, морща нос. И я, идиот, соглашался. Я постучал по железу ворот ключом. Искры погасли. Максим снял защитную маску. Лицо чумазое, в мазуте, но глаза мои, стальные, колючие. «Бать!» — он удивился, вытирая руки ветошью. «Ты чего без звонка? Случилось чего? Ты ж вроде после операции». Он выглядел уставшим. Под глазами круги, куртка старая, засаленная. Стыд обжег меня так сильно, что захотелось провалиться сквозь бетонный пол. Я покупал Антону машины и квартиры, а мой родной сын чинит ведра в гараже, чтобы закрыть ипотеку. «Случилось, Макс». Я шагнул внутрь, в тепло, идущее от буржуйки. «Закрывай ворота. Разговор есть. Не для улицы». Мы сели на старый продавленный диван, который я когда-то выкинул из офиса, а он подобрал. Максим достал термос. «Чай будешь? С чабрецом». Маша заваривала. Я кивнул. Руки дрожали, и кружка звякнула о зубы. «Макс», — начал я, глядя в пол, — «скажи мне честно, ты знал?» Он замер с термосом в руке. Посмотрел на меня внимательно, сканируя, как сложный механизм. «О чем, пап?» «О матери и дяде Аркаш». В гараже повисла тишина. Только ветер гудел в вентиляционной трубе. Максим медленно закрутил пробку термоса. Поставил его на верстак. Вздохнул. Тяжело, по-мужицки. Знал, это громко сказано, пап. Свечку не держал, но... Он почесал затылок грязной рукой. Я всегда чувствовал. Знаешь, как бывает. Вроде все нормально, все улыбаются, а фальшью несет за версту. Как трещина в несущей конструкции. Снаружи штукатурка, а внутри все ползет. Почему молчал? А ты бы поверил? Он усмехнулся. Горько и зло. Ты вспомни себя 5 лет назад, 10. Ты же на Аркадия молился. Лучший друг, брат. А мать? Ты же ее на пьедестал поставил. Если б я тогда рот открыл, ты бы меня проклял. Сказал бы, что я завидую. Что я неудачник, который лезет в счастье родителей. Я закрыл глаза. Он был прав. Абсолютно, безжалостно прав. Я бы его уничтожил тогда за такие слова. «Прости меня, сын», — прохрипел я. Максим дернулся, словно я его ударил. Подошел, сел рядом, положил тяжелую руку мне на плечо. «Да ладно, бать, проехали. Чего теперь сопли жевать? Ты как узнал-то?» Я рассказал. Все. Про шепот под наркозом, про звонок, про бухгалтерию. Я вываливал перед ним эту грязь, и мне становилось легче. Словно я вскрывал двойник. Максим слушал молча, играя желваками. Когда я закончил, он встал и с силой пнул колесо, стоящее рядом «Тойоты». «Суки!» — выдохнул он. «Вот же суки!» А Антон? А Антон — их проект. Инвестиционный. И что делать будем? Максим повернулся ко мне. В его глазах я увидел не жалость, а готовность к драке. То самый огонь, который был у меня в 90-е. «Рвать», — сказал я. «Рвать их будем, но по закону. Мне нужны доказательства. Не для меня, для суда. Фото, видео, биллинги. Все. Есть у меня человечек», — Максим кивнул. «Серега — опер. Бывший мент, его из органов поперли за то, что не делился. Злой мужик, но честный. И рыть умеет землю носом. Берет дорого, но результат дает. Деньги не проблема», — я усмехнулся. Как выяснилось, я сэкономил кучу денег, перестав быть лохом. Максим достал телефон. «Я ему сейчас наберу.
Он здесь, в гаражах, машину свою ковыряет. Пока он звонил, я огляделся. На стене висела старая фотография в рамке. Я, молодой, с усами, держу маленького Максима на плечах. Мы оба смеемся. У меня навернулись слезы. Я предал этого парня. Я променял его преданность на глянцевую фальшивку. «Макс!» — позвал я, когда он закончил разговор. «А? Ипотеку твою. Закроем. Завтра же». Он нахмурился. «Пап, не надо. Я не за деньги помогаю». «Я знаю. Поэтому и закроем». «Это не плата, сынок. Это возврат долгов. Моих долгов перед тобой». В ворота постучали. «Открыто!» — крикнул Максим. Вошел коренастый мужик в кожаной куртке, с лицом похожим на печеную картошку и цепкими водянистыми глазами. «Здорово, инженеры!» — прохрипел он прокуренным голосом. «Чё, опять у кого-то жена загуляла?» «Хуже, Серега», — сказал я, вставая и протягивая ему руку. «Тут не жена загуляла. Тут жизнь украли. Работать надо». Следующие 2 недели я жил в аду. Но это был странный ад. Холодный, расчетливый. Внешне все оставалось прежним. Я ходил на работу, возвращался домой, ужинал с Леной, смотрел новости по телевизору. Я даже научился улыбаться ей. «Как прошел день, дорогая?» «Ой, устала. Ездила выбирать шторы в новую спальню». «Молодец. Ты у меня такая хозяйственная». Каждое слово было ложью. Я смотрел на нее и видел не жену, а врага. Хитрого, опасного врага, которого нужно усыпить перед ударом. Серега Опер отрабатывал свои деньги на 200%. Каждый вечер я приезжал к Максу в гараж, и мы смотрели отчеты. «Вот, смотри, Виктор Петрович». Серега раскладывал на верстаке фотографии, сделанные длиннофокусным объективом. «Четверг, 14:00. Твоя благоверная заходит в подъезд элитного ЖК на Остоженке. У Аркадия Борисовича там квартирка на подставное лицо. Консьержка ее знает, здоровается». На фото Лена смеялась. Она несла пакет с продуктами, как примерная жена, идущая домой. Только дом был чужой. А вот 16:30. Выходят. На этом кадре Аркадий придерживал ее за локоть, поправлял ей шарф. В этом жесте было столько интимности, столько собственничества, что меня передернуло. «А это самое интересное», — Серега достал папку с документами. «Я тут по своим каналам в Минздраве пошуршал. Поднял архив твоей операции, той самой, вазэктомии». «И что?» — я напрягся. «А то, Петрович, в протоколе операции написано «перевязка семенных канатиков», стандарт. А вот в журнале учета расходных материалов за тот день, он ткнул грязным пальцем в строку, нити не списаны. И в операционном журнале время операции 15 минут. И что это значит? Это значит, что он тебя просто разрезал и зашил. Имитация. Он не делал вазэктомию. Он просто оставил тебе шрам. «Зачем?» — не понял Максим. «Зачем такой риск?» «Затем...» — я медленно опустился на стул. Картинка складывалась. Чтобы, когда Лена решит, что пора, она могла бы чудом забеременеть. От него, естественно. Но выдать это за мое чудесное исцеление или ошибку природы. Они оставляли себе запасной аэродром. Еще одного наследника. Еще один рычаг давления на меня. Я вспомнил тот вечер, когда услышал разговор. Мы хотели сказать правду. Нет. Они не хотели правды. Они хотели полного контроля. «Ублюдок», — прошептал я. Он резал меня, зная, что это фарс. Он стоял надо мной со скальпелем и ржал про себя. «Есть еще кое-что», — Серега замялся. «Про ДНК». Я достал биоматериал Антона. Стаканчик из кофейни, где он обедает. И твой волос с расчески, который ты дал. И Аркадия. Он дурак, бычки в урну у клиники кидает.
Он положил на стол лист с графиками. Вероятность отцовства Аркадия 99,9%. Твоего — 0. Я знал это. Я знал это уже 2 недели. Но увидеть это на бумаге с синей печатью независимой лаборатории — это было как получить свидетельство о собственной смерти. «Что с этим делать будем?» — спросил Максим. «Юбилей», — сказал я, глядя на фото смеющейся Лены. «Через 3 дня у нас юбилей. 30 лет свадьбы. Жемчужная свадьба». «Ты хочешь устроить скандал при гостях?» — удивился Серега. «Это не по-пацански». «Нет, Сережа, скандал — это когда бабы на базаре орут. А это будет презентация. Итоговый отчет за 30 лет». Я поднял глаза на сына. «Макс, мне нужно, чтобы ты помог с техникой. Проектор, звук. Мы снимем ресторан. Позовем всех. Родню, друзей, партнеров. И Аркадия. Обязательно Аркадия. Он будет почетным гостем». 3 дня до юбилея прошли как в тумане. Я заказывал ресторан, Прагу на Арбате. Гулять так гулять. Я согласовывал меню, икра, осетрина, дорогое шампанское. Лена была в восторге. «Витя, ты с ума сошел. Такие траты!» — щебетала она, примеряя новое платье. «Но это так романтично. Ты у меня лучший». «Я стараюсь», — улыбался я. «Хочу, чтобы этот день все запомнили». Я заехал в клинику к Аркадию. Мне нужно было сыграть последнюю сцену перед финалом. Он сидел в своем кабинете. Кожа, красное дерево, дипломы в золотых рамках. «Витя!» — он вскочил, раскинув объятия. «Какими судьбами? Как самочувствие?» «Отлично, Аркаша, твоими молитвами». Я пожал ему руку. Рука была теплой, сухой. Рука хирурга. Рука друга. Рука, которая шарила у меня в кармане и под юбкой моей жены. «Я приглашение привез. На юбилей. Ты же будешь?» «Обижаешь. Я тост готовлю». «Готовь, Аркаша, готовь. Только...» Я сделал паузу, понизив голос. «У меня к тебе просьба». «Какая?» «Сделай так, чтобы Антон пришел. Он что-то занят в последнее время. Отнекивается. А мне важно. Семья должна быть в сборе». Аркадий подмигнул. «Я с ним поговорю. Он придет». Крестный сказал, крестник сделал. «Спасибо, друг». Я хлопнул его по плечу. «Ты настоящий друг». Я вышел из клиники на улицу. Шел мокрый снег. Люди спешили к метро, пряча лица в воротники. Я вдохнул холодный воздух полной грудью. Впервые за много лет я чувствовал себя абсолютно свободным. Мне больше нечего было терять. Страх ушел. Осталась только холодная, кристальная ясность цели. Завтра. Завтра все закончится, и начнется что-то новое. Или не начнется ничего. Мне было все равно. Главное — поставить точку. Жирную, черную точку в конце этой затянувшейся главы. Ресторан «Прага» встретил нас блеском хрустальных люстр и запахом дорогих духов, смешанным с ароматом запеченной утки. Я арендовал малый банкетный зал. Камерный, уютный, с тяжелыми бархатными шторами, отсекающими суету Арбата. Гости собирались медленно, по-московски вальяжно. Мои партнеры по бизнесу — седые грузные мужчины в костюмах Бриони с молодыми женами или скучающими секретарями. Подруги Лены — шумная стайка ухоженных дам бальзаковского возраста, обсуждающих ботокс и новые курорты. Родственники из провинции, приехавшие с гостинцами и восторгом в глазах. Я стоял у входа, принимая поздравления. Улыбка приклеилась к моему лицу, как гипсовая маска. «Витя, красавец!» — хлопали меня по плечу. 30 лет! Это ж подвиг!» «Да уж», — кивал я, — «подвиг разведчика». Лена сияла. На ней было платье жемчужного цвета, обнажающее плечи, и колье, которое я подарил ей утром. Бриллианты сверкали, отражаясь в ее глазах. Она порхала между гостями, принимала цветы, смеялась. Она играла роль счастливой жены так искренне, что я почти верил. Почти.
появился Аркадий. Он вошел как хозяин жизни, в смокинге с огромным букетом белых роз. «За молодых!» — гаркнул он с порога, и зал зааплодировал. Он подошел к Лене, поцеловал ей руку. Долго, чуть дольше, чем положено другу семьи. Я смотрел на это и чувствовал, как внутри меня натягивается струна. Следом за ним, смущенно улыбаясь, вошел Антон. «Пап, поздравляю!» — он обнял меня. «Прости, опоздал, дежурство». «Ничего, сынок». Я потрепал его по плечу. «Главное, ты здесь». Максим стоял в углу возле диджейского пульта. Он был в простом пиджаке без галстука. Мы встретились взглядами. Он едва заметно кивнул. Все было готово. Банкет начался. Тосты, крики «Горько!», звон бокалов. Я целовал Лену под улюлюканье толпы, чувствуя вкус ее помады. Сладкий, приторный. Аркадий взял слово третьим. Он встал, постучал вилкой по бокалу. «Дорогие друзья», — начал он своим бархатным баритоном, — «я знаю эту пару 30 лет. Я видел, как они начинали. Я видел, как Витя пахал, как Лена хоронила очаг. Они для меня эталон. Пример того, как любовь побеждает время». Он говорил красиво, о верности, о дружбе, о детях. Лена промокнула глаза платочком. Гости умилялись. «Так выпьем же за то, чтобы этот союз длился вечно», — закончил Аркадий, поднимая бокал. Я встал, зал затих. «Спасибо, Аркаша», — сказал я громко, четко, без микрофона. «Красивые слова. Ты всегда умел красиво говорить». Я оглядел зал. Лица, лица, лица. Родные, знакомые, чужие. 30 лет — это большой срок, — продолжил я. За это время можно построить дом, вырастить сына, посадить дерево. А можно прожить чужую жизнь. Лена напряглась. Ее улыбка дрогнула. «Я, Виктор Петрович», — я усмехнулся, — «я люблю отчетность. Вы все знаете, я финансист. И сегодня, в этот знаменательный день, я хочу представить вам небольшой отчет. Итоги 30-летки». Я кивнул Максиму. Свет в зале погас. На большом экране за моей спиной вспыхнул проектор. Первый слайд. Фотография. Черно-белая, зернистая. Аркадий и Лена. 95-й год. Они стоят у больницы, курят. Он обнимает ее за талию. В зале пробежал шепоток. «Это мы после выписки», — громко сказала Лена, но голос ее сорвался. «Витя, что это за ностальгия?» Второй слайд. Выписка из банка. Крупным планом. Суммы, даты, получатель. «Это, друзья мои», — прокомментировал я, расхаживая с микрофоном как лектор, «структура расходов нашей семьи. Вот эти 3 миллиона рублей ушли на благотворительность. Фонд, который оплачивал учебу нашего талантливого сына Антона. А вот учредители фонда. Фамилия вам знакома?» На экране появилась схема связей. Стрелочка от фонда вела к сестре Аркадия. В зале повисла тишина. Тяжелая, ватная. Слышно было, как жужжит кулер проектора. Третий слайд. Тест ДНК. «А это...» — я повернулся к Антону, который сидел белый как мел. «Главный актив нашего совместного предприятия. Результаты генетической экспертизы. Вероятность отцовства гражданина Аркадия Борисовича 99,9%. Вероятность отцовства Виктора Петровича 0%. Кто-то ахнул, звякнула упавшая вилка. «Витя!» — взвизгнула Лена, вскакивая. «Прекрати! Ты пьян! Выключите это! Максим, выключи! Немедленно!» Но слайды продолжались. Фото с камер наблюдения. Лена входит в подъезд к Аркадию. Лена выходит. Поцелуй у машины. «Это хроника последних недель», — спокойно продолжал я. «Пока я лежал на операции, которую мой лучший друг сделал фиктивной,
Чтобы оставить себе возможность заделать мне еще одного наследника, моя жена выбирала шторы. Аркадий сидел неподвижно, вцепившись в скатерть так, что побелели костяшки. Его лощеное лицо пошло красными пятнами. Я подошел к их столику. «Ну что, друзья?» Я посмотрел на них сверху вниз. Тост был хороший. За верность. За дружбу. Я взял бокал с вином, стоявший перед Аркадием, и медленно, с наслаждением, выплеснул содержимое ему в лицо. Темно-красная жидкость потекла по его белоснежной рубашке, как кровь. «Поздравляю вас», — сказал я. «Горько». Лена разрыдалась, закрыв лицо руками. Антон вскочил, опрокинув стул, и выбежал из зала. Гости сидели, парализованные шоком. Кто-то начал поспешно собираться, кто-то снимал на телефон. Я положил микрофон на стол. Он фонил противным писком. «Банкет окончен», — сказал я в пустоту. «Счет оплачен». Я развернулся и пошел к выходу. Максим ждал меня у дверей. Он накинул мне на плечи пальто. «Пойдем, батя», — сказал он. «Пойдем отсюда. Здесь душно». Мы вышли на ночной Арбат. Снег кончился. Воздух был морозным, чистым. Я вдохнул и почувствовал, как что-то внутри меня, какой-то тугой узел, который я носил в груди 20 лет, наконец-то развязался. Я был один. У меня не было жены, не было младшего сына, не было друга. Но рядом шел Максим. Мой сын. Моя кровь. И впервые за много лет я знал, что иду в правильном направлении. Эйфория скандала прошла быстро. Наутро наступило похмелье. Не алкогольное, а жизненное. Началась война. Вязкая, грязная, бюрократическая война. Лена не собиралась сдаваться. Она наняла адвоката, зубастую тетку, специализирующуюся на разводах олигархов. «Мы отсудим у него половину бизнеса», — кричала Лена в трубку подруги, пока я собирал вещи, чтобы переехать на съемную квартиру. «Он меня опозорил. Он психопат». Но она забыла одну деталь. Я финансовый директор. Я знаю, где лежат деньги и как они оформлены. Большая часть активов была записана на холдинг, в котором я имел долю, но по брачному контракту, да, я заставил ее подписать его 10 лет назад, когда начинал крупный проект, бизнес-активы разделу не подлежали. Делилось только совместно нажитое имущество. Квартира, машины, дача. Суды тянулись полгода. Это было выматывающе. Очереди в канцелярию, бесконечные ходатайства, переносы заседаний. Судья, уставшая женщина с высокой прической, смотрела на нас с тоской. Ей было плевать на нашу драму. Ей нужна была статистика. Я бил прицельно, по Аркадию. Мои юристы подали жалобу в Росздравнадзор и прокуратуру. Приложили документы о фиктивной операции, о подделке медицинской документации. Серега Опер нарыл свидетелей, медсестру, которая дежурила в тот день. Она подтвердила, что врач дал указание не проводить полную процедуру. Клинику «Премиум Мед» начали трясти проверки. Нашли просроченные лицензии, серую кассу, нарушение Санпина. Аркадий бегал, пытался решать вопросы, но его покровители отвернулись. Токсичный актив никому не нужен. Через 3 месяца клинику закрыли на 90 суток. Потом отозвали лицензию. На Аркадия завели уголовное дело по статье «Мошенничество и причинение вреда здоровью». Он получил условный срок, но карьере пришел конец. Врач с судимостью — это волчий билет. По Лене. В суде я предоставил доказательства нецелевого расходования семейных средств. Те самые переводы в фонд, снятие наличных. Судья учла это при разделе имущества. Квартиру на юго-западе присудили мне, обязав выплатить Лене компенсацию. 30% от рыночной стоимости. Сумма была не маленькая, но подъемная. Я взял кредит. Лена получила свои миллионы, но быстро поняла,
что деньги, имея свойство заканчиваться, а привычка жить красиво остается. Аркадий, потерявший доход, уже не мог ее содержать. Самым тяжелым был разговор с Антоном. Он пришел ко мне через месяц после юбилея. Я жил уже в съемной двушке на окраине, пока шел ремонт в моей старой квартире. Я не мог жить в тех стенах, где все пропитано ложью. Я приказал рабочим ободрать все до бетона. Антон выглядел плохо. Похудел, оброс щетиной. «Можно?» Он стоял на пороге, переминаясь с ноги на ногу. «Заходи», — я посторонился. Мы сидели на кухне, пили чай. «Ты знал?» — спросил я. «Что он мой отец?» «Нет». «Клянусь, пап. Виктор Петрович». Он споткнулся на отчестве. Я думал, он просто друг. Ну, близкий друг. Мама говорила, что он помогает. А деньги? Фонд? Я думал, это грант. Правда. Я заявки писал, эссе. Я думал, я сам выиграл. Он закрыл лицо руками. Я чувствую себя грязным. Они использовали меня. Как прикрытие, как домашнего питомца. Ты не виноват, Антон. Я налил ему еще чаю. Ты жертва в этой истории, как и я. Я ушел из ординатуры, глухо сказал он. Не могу там. Все знают. Шепчется за спиной. Сынок того афериста. И куда ты теперь? Не знаю. В Питер хочу уехать. Там есть место в скорой помощи. Фельдшером пока. Подальше от всего этого. Я посмотрел на него. В его глазах я видел боль. Настоящую, человеческую боль. «Езжай», — сказал я. «Тебе надо проветриться. Если нужны будут деньги на первое время». «Нет!» — он резко вскинул голову. «Не надо денег, хватит. Я сам. Я должен сам». Я улыбнулся. Впервые за этот месяц я улыбнулся искренне. Вот это мужской разговор. Удачи, Антон. Прошло 2 года. Жизнь вошла в колею, новую колею, проложенную не по гладкому асфальту, а по грунтовке, но зато свою. Я вышел на пенсию. Формально я остался консультантом в холдинге, но в офис не езжу. Хватит. Я свое отстроил. Теперь я строю другое. Дачу. Настоящую, деревянную, из сруба. Под Дмитровым, рядом с лесом. Максим помогает. Он уволился с работы и открыл свою автомастерскую. Я дал стартовый капитал. Теперь это не гараж дяди Васи, а нормальный сервис. Очередь на месяц вперед. Лена исчезла с радаров. Я слышал от общих знакомых, что она уехала в Турцию, живет с каким-то аниматором. Деньги от развода кончились быстро. Аркадий спился. Видели его недавно в районе Выхина. Он работает в какой-то полулегальной клинике, ставит капельницы алкоголикам. Жизнь — лучший сценарист. Она расставляет всех по местам жестче любого судьи. Август. Вечер. Я сижу на веранде своего недостроенного дома. Пахнет стружкой, смолой и яблоками. Солнце садится за ели, окрашивая небо в багровый цвет. Подъезжает машина. Старенький «Форд», но ухоженный. Из него выходит Антон. Он возмужал, загорел. В глазах появилась жесткость, которой раньше не было. «Здравствуй, папа», — говорит он просто. «Здравствуй, сынок». Он достает из багажника сумку. «Я тут рыбы привез, корешка питерская. И гостинцы от невесты». «Невесты?» «Да, Оля, медсестра. Хорошая девчонка. Приедем к тебе на Новый год, познакомлю». «Приезжайте», — киваю я. «Места всем хватит. Макс с внуками тоже будут. Баню истопим». Мы садимся на ступени крыльца. Молчим. Это хорошее молчание. Не пустое, а наполненное смыслом. «Знаешь, пап», — говорит Антон, глядя на закат, — «я долго думал,
Кровь — это важно. Генетика, все дела. Но отец — это не тот, кто дал сперматозоид. Отец — это тот, кто научил держать молоток, кто проверял дневник, кто сидел у кровати, когда была температура. Он поворачивается ко мне. Ты мой отец. Был и будешь. И плевать мне на ДНК. У меня в горле встает ком. Я, старый дурак, готов расплакаться. Я хлопаю его по колену. Спасибо, сынок. Солнце скрывается за лесом, становится прохладно. Пойдем в дом, говорю я, поднимаясь. Чайник поставим. Макс скоро подъедет, шашлык замариновал. Пойдем. Мы заходим в дом. В доме пахнет деревом и будущим. Стены еще голые, но они крепкие. Фундамент надежный. Я смотрю на своих сыновей. Макс, выгружающий из машины мангал, Антон, разбирающий рыбу. Я потерял прошлое. Я потерял женщину, которую любил 30 лет. Я потерял иллюзии. Но я обрел что-то большее. Я обрел правду. И семью. Настоящую. Не глянцевую картинку для Инстаграма, а живую, сложную, иногда колючую, но настоящую семью. И, черт возьми, оно того стоило.